Я сейчас зачитаю вам письмо. Письмо дяди племяннику. Приветствую тебя, дорогой племянник. Спасибо, что не забываешь о старой кляче, что возила тебя на горбу, когда ты был совсем мальцом. Муза, говоришь, объявилась, обещает сделать тебя гением пера, гони ее ко всем чертям. Без нее пишется легко и красиво, а как придет, начинается. То слово неправильно стоит, смысл убегает, то надо ставить запятую, чтобы выделить мысль. Да ну ее, без нее спокойнее и радостней. Как возьмет тебя ночью за ноги и шибахнет в стенку головой. Пиши, говорит Вася, ей совершенно не важно, что она не в ту дверь вошла, и ты вовсе не Вася никакой. Устал я бесконечно от этих муз, то одна уходить не хочет, то вторая на ночлег просится. Бывает, приходит одновременно по несколько. Каждая из них непременно хочет озвучить свои темы и позиции, да еще желает быть первой и единственной, чтобы на других не отвлекался. Время появления им безразлично. Как сбредет, что в их прекрасные головки, так и жди. Тут уж не до сна тебе будет, поверь. Гони, пока они сели на грудь. Они ведь музы эти бурдалаки, как бурдалаки темные. Их один раз спустишь, затем они без всякого спроса сами приходят. И не заметишь, откуда возникло. Так что мой тебе стариковский совет. Если тебе дорого здоровье, гони эту прелесть из дому. Гони, не стесняясь в выборе средств и методов. И моли Бога, Создателя твоего, чтобы избавил твою голову от бесконечного шуршания прелестных голосов, круглосуточно сводящих с ума своим волшебным журчанием. Пиши и будь счастлив, всегда твой, измученный музами дядя Асламбек. И разрешите вам представить Бакин Асламбек Казбекович, поэт, Добрый день. Я не буду отнимать время у столь уважаемых мной людей. Просто скажу в двух словах. Родился в Алагире, в Северной Осетии, в Советском Союзе. В те времена, когда люди уважали друг друга, относились друг к другу как братья и сестры, когда молодежь не бегала по улицам с сигаретами в руках, когда дедушка брал меня за руку, проходила мимо женщина, он говорил, поднимайся. И поднимали, женщина гордо проходила мимо. Учился в Китае, в Монголии, обучался в Бурятии, побывал в монастырях Тибета, работал во Франции, в Москве, в Одессе, в нашем кожном диспансере проработал долгое время. Сейчас принимаю больных на дому. Я врач. Это, получается, мое хобби, но хобби такое же, наверное, профессиональное. Я просто прочитаю пару стихотворений, чтобы как-то частично показать, что, я не знаю, достойный действительно мира. Я прочитаю вам произведение «Мне жаль тебя». Мне жаль тебя, старик, у края жизни твой взор задернут пеленой навек. Я чувствую за ней укоризну и удивляюсь, что за человек. Ты жизнь прожил без доброго поступка, играл и пил, все делал для себя, лишь для себя ты совершал покупки, обогащался лишь себя любя. Порядочность и честь твою бесследно, ветра неблагодарности смели. Ты не сказал спасибо человеку, поднявшему тебя вчера с земли. Слепая юность, молодость беспечна, легка и быстротечна для людей. Ты думал, что дорога бесконечна. Наполненный десятками идей, не сделал и шажка навстречу жизни. Считай, что живешь как падишах, теперь ты стар. А злая укоризна в твоих ослепших, спрятанных глазах. Ты ничего не понял.
Бог судья, но я другой. Я на своей дороге, стоит у ног твоих наполненный бадья, и я сейчас умою эти ноги. Произведение называется «Два человека». Два человека, дно и верх морской. Один искрит, второй убит тоской. Один бездумен, молод, весел и беззаботен, и красив. Второй, что голову повесил, велик душой, но или жив. Он тоже был когда-то молод и видел жизнь, наоборот, любил свой яркий, светлый город, не закрывал от счастья рот, он точно так же веселился, встречал и провожал гостей. За правду иступленно бился своих, не жалуя костей. Но час пришел, познав измену, друзей предательство и ложь, и ощутив в коленях дрожь, улыбки, грусть пришла на смену. И, глядя юности доверчивая в глаза, и зная, истекает жизни срок, почувствовал, как катится слеза, и прошептал: живи за всех, сынок. Это последнее произведение, которое я читаю. И то тоже. Зачин был, знаешь, что Исалам сделал такой зачин. Я хочу прочитать вам произведение «Весна». Память у меня слабая, плохая. Подтолкнул сезон меня плечом. Если вы из тех, кто любит жить, то весенним солнечным лучом разрешите вас озолотить. Я, земли цветущая весна, здесь у вас немного поживу, разбужу деревья до сна, облака и реки, и траву. Подарю земле птицами украшу небеса, подарю земле зеленый цвет, зашумят бескрайние леса, озарится радугами свет. Улыбнулся я весне в ответ. Ты сама проснись, да поскорей, мы знакомы 48 лет, что случилось с памятью твоей? Хохотом исходятся ветра, 48, ну ты старик, миллионы лет живет весна, не меняя свой волшебный лик. Как же ей упомнить муравья, что живет какой-то жалкий час? 48, это для тебя доля мига малого, для нас звонкий смех весны, седины треплет. Я твои печали погублю, ты не слушай песни глупых ветров, я тебя и помню, и люблю. Последнее произведение на сегодня называется произведение «Береги». День, я так, будьте здоровы, приуроченный к женскому дню. Но кто первый человек, первая женщина на планете, это наша мама, конечно, да? И есть вот такое произведение. Как мне вернуть вам молодость и силу, наполнить юностью и кровью вашу живу? Она звонила часто, просто так, без повода, и это раздражало, и я болван. Законченный дурак так мало пообщался с милой мамой. В погоне за рублем, в пылу работы всегда мешали мамины заботы, и я, бросая трубку, говорил: перезвоню. Но так и не звонил. В кругу застольном, в яростных утехах звонок от мамы создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорил, но забывал. И не перезвоню. На сердце пусто. Холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще. Пока не поздно, выскажите все. Я, засыпаю, часто вижу сон. Отец рукою машет: догони. И, надрываясь, плачет телефон. И мама шепчет: сын, перезвони.
Все, я очень рад, что я попал сегодня в этот зал. Большое вам спасибо. Как вы считаете, достоин человек быть членом нашего? Значит, я вручаю вам членский билет ваш и желаю, даже сказать, что желаю, это мало сказать. Вот такой человек будет в нашей организации. Это цвет. Хорошее пополнение сегодня. Да. Вот не зря же поэт какой-то сказал, не знаю, может я говорил когда-то, может кто-то другой, поэт – индикатор, камертон эпохи. Вот этот вот камертон перед вами. Добрый путь.